Самому государству не очень, а тем людям, которые занимаются и спонсируют, то да, меценатам. Это же, понятное дело, делается на деньги доброжелателей. Вот я доволен тем, что они делают. Озеленение города. Вы знаете, я не знаю их работу, но очень слышу по телевизору очень много, что они, как сказать, ну, нехорошо поступают иногда. И вот вчера была передача по телевизору, это что вот говорит Украина, тоже ж рассказывают, что не уходят деньги туда, куда надо. Не очень. Очень много информации негативно идет по телевидению в отношении этих благотворительных фондов. Насколько они благотворительны, проверить довольно сложно, поэтому рассчитывают просто на обывателя, видимо. Они все время врут. Я им не доверяю. В нашей Украине очень-очень много малообеспеченных детей. Вот, например, у меня 3 детей, да? Я мама одинокая, да? Дело в том, что если бы была действительно благотворительность какая-то, так бы они всем помогали. Так они помогают только себе, именно в карман и все. Честно я вам говорю. Это факт. Вот в данный момент я верю только одним. Вот эти, что стеклянные носят, вот этим я только верю. И больше я никому не верю. Вот есть много организаций, да. Вот я сама работала в благотворительной фонде. Типа, это подставная фирма, все документы, на самом деле это все вранье. Они деньги перечисляют себе. Получается, 10% они платят тебе, а все остальное им. Они покупают потом машины, дома. Которые хотят просто, допустим, получить дополнительную прибыль всевозможными схемами, перебрасывая деньги через эти фонды, то есть они получают какие-то дополнительные вклады. В этом вся проблема, потому что деньги, которые должны предназначаться детям, малоимущим, может быть на центры, может быть это еда для нищих и так далее, потому что реально трудно смотреть, люди нищие сидят, просят деньги, то есть, возможно, они могли бы присесть где-то в тепле, получить хотя бы пищу, не говоря уже о деньгах, хотя бы минимум какой-то. У мене і не стоїть таке рішення, коли я бачу, що хтось потребує або просить допомоги. Дуже часто в метро, наприклад, там для дітей в основному. Це більшість, з чим ми стикалися, це коли просять гроші для лікування дітей. І тому особливого вибору тоді, наприклад, читаючи, що це за організація, значить, і одразу не виникає такої думки, довіряю я їй чи не довіряю. Мабуть, апріорі, вже чуючи благодійна організація, вже хочеться, мабуть, зробити пожертву, певно. Тяжело сказать. Наверное, проще дать лично определенной семье деньги какие-то, которые нуждаются, которые ты знаешь.